снег или палящее солнце, они каждый день связывают между собой сотни людей. Зарета Евлоева не первый год работает почтальоном, обслуживает 10 улиц. Если посчитать весь путь, что женщина проделала за все годы работы по всем своим адресатам, то не раз могла бы обойти весь земной шар. Работаю я уже 4-й год. Правда, у меня было образование оператора связи. Но пока с детьми была, как сказать, домохозяйка. Дети выросли. Решила себе перед пенсией стаж заиметь и вышла на работу почтальона. Свою работу Зарета любит, несмотря даже на километры, которые ежедневно приходится проделывать пешком. К каждому адресату считают необходим свой подход. Бывает и с настроением люди, бывает и так. А так, если человек к ним подойдет с открытой душой, то они идут навстречу. Но если вот так упертыми, то они не могут нам и ответить. Так, вообще-то с общением с людьми хорошо работается. Человек радуется, когда мы приходим, особенно когда выплата денег идет. А вот Ася Султыгова Назрановскому отделению почты посвятила 11 лет жизни. Мягкий нрав и уверенность в правильном выборе профессии позволяют женщине наладить контакт с любым клиентом, несмотря на усталость и большой ежедневный объем работы. В любом случае, мне нравится работа с клиентами, и поэтому, скорее всего, поэтому я тут работаю. Еще в 2015 году между главой Ингушетии и директором Федерального управления Почты России Дмитрием Страшновым было подписано соглашение о взаимодействии между федеральным почтовым оператором и республикой, которое дало свои плоды. В столице республики за короткий срок возвели трехэтажное здание нового отделения, которое отвечает всем современным требованиям. Здесь работает молодой и дружный коллектив, который ежедневно обрабатывает, получает и отправляет сотни писем и посылок. Посылок, причем намного больше, чем писем. Все эти полки забиты пакетами, конвертами и коробками. В большинстве случаев это, конечно же, покупки через интернет из различных магазинов страны и зарубежья. Я счастливая, ухожу с посылкой. Каждый из сотрудников столичного отделения почты не ограничивается выполнением только своих обязанностей. Например, Мадина Чериева занимает должность заместителя начальника, но при этом занимается поиском необходимой посылки, отправкой писем и документацией. Вначале было тяжело, но сейчас уже освоилась. Мы занимаемся корреспонденцией, заказные письма, отправляем посылки, получаем. У нас бывает количество посылок и писем, но мы справляемся. И очень нравится наша работа. Несмотря на то, что нынешнее поколение отдает предпочтение общению через интернет и электронным письмам, не перевелись все же и те, что предпочитают традиционный метод – излагать свои мысли и чувства на бумаге. Вот и моя коллега Залина Магушкова сегодня впервые в жизни отправила письмо друзьям в Турцию. Я недавно снимала сюжет о письмах времен Великой Отечественной войны. Это были письма, которые солдаты с войны писали своим родственникам, и родственники их сдали в музей. Ну, в общем, для родственников это была такая большая память, и столько времени они их хранили. И таким образом я вдохновилась на то, чтобы тоже написать своим друзьям, которые находятся в разных уголках и России, и мира. И сегодня в первый раз отправляла письмо за границу. Я вообще не представляла, как это делается, но мне оператор все объяснила, помогла, и это оказалось не так-то сложно. Услуги почты предоставляются более чем в 40 тысячах отделениях по всей России. Для перевозки используется свыше 450 почтовых вагонов, около 17 тысяч машин, выполняется более 360 авиарейсов. Сотрудники Почты России принимают, обрабатывают и доставляют более 1 миллиарда писем, 3 миллиардов печатных изданий, 12 миллионов посылок и 44 миллионов денежных переводов в год. А активная работа вывела нашу республику на первое место среди коллег из разных регионов страны. Первое полугодие 2017 года вышел на первое место в Северо-Кавказском регионе. Туда входит 9 регионов, включая Астрахань и Калмыкию. Вот мы заняли, УФПС Республики Ингушетия заняла первое место. Я еще раз хотел бы повторить, что это только благодаря вот нашим гражданам, которые вот такую поддержку оказывают нам, покупая наш товар
наши услуги. До конца года управление планирует усовершенствовать 5 отделений почты, а уже в новом 2018 году начнется строительство новых почтовых пунктов в разных сельских поселениях и городах республики. Отправляйте письма своим друзьям и близким. Это не только внимание и теперь уже оригинальный способ общения, но и память, к которой можно прикоснуться. Мария Мистоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.